Владимирович Путин. Мы жители Республики Ингушетия, города Малгобека, проживающие по улице Базовкина, 64А. Жители Малгобека бьют тревогу. Их дома были снесены еще в начале 2017 года из-за аварийности. Мы неустанно обращались во все инстанции с требованием обеспечить нас жильем и выплатить задолженность по арендной плате за 9 месяцев. За это время у нас скончалось 4 людей. Просим вас помочь нам в этой сложной ситуации. История, которая длится уже 4 года. После срочного совещания с премьером Ингушетии по этому вопросу зампред правительства региона Тимур Фаттахов провел встречу с главами Минстроя и администрации Малгобека. По словам вице-премьера, жители изначально не были расселены в соответствии с законом. Напомню, что по программе переселения из аварийного жилья изначально надо было либо построить новый дом, потом их переселить, либо выделить жителям денежные средства на покупку нового жилья. Однако на этом же месте было принято решение вместо 4 домов построить 2. Таким образом, наши жители оказались на улице. Были заключены какие-то договора на компенсацию. Опять же, насколько это законно, будут разбираться другие органы. Сегодня на заседании у Владимира Владимировича Сластенина были обозначены основные 2 момента. Конечно, безусловно, первый момент, который волнует жителей, это когда же будет введено жилье. Напомню, что сегодня у нас 56-й дом по улице Базоркина строится, 64-й дом на сегодняшний день ведется следствие, поданы документы в суд. После этих всех разбирательств, безусловно, этот дом также будет достроен. В этом роковом 64-м доме предусмотрено 44 квартиры. Работы там выполнены примерно на 50%. Дальше подрядчик подал на банкротство и стройку заморозили. 56-й дом у нас, да, вялотекущим, но все равно он строится. Мы не останавливали, нашли механизмы, как это сделать, как достроить дом. Работаем там, они сами видят. До конца года, как Тимур Ильич сказал, я должен нести ответственность, чтобы построить этот дом. Имеется в виду Минстрой. Во-первых. А во-вторых, можно добавить только одно. Есть решение суда, мы законопослушные люди, как говорят, тем более государственные служащие. Поэтому я говорю, для нас закон важен. Это первое. Решение суда или какой-то механизм найти. Сегодня это обсуждалось у премьера. Достроить, что дом надо, мы знаем. Обязаны и должны. Немаловажный вопрос и компенсация за найм жилья. Все это время жителям приходится скитаться по съемным квартирам. И тут за несколько месяцев образовалась задолженность по уплате. Региональному правительству поставлена задача изыскать средства и решить проблему в кратчайшие сроки. Мы обязательно разработаем, и уже есть наметки, чтобы оплатить наем жилья. Сегодня мы обязательно соберем этих жителей и доведем до них эту информацию обязательно и все подробно им объясним. Всего, как отмечают в региональном Минстрое, будет предусмотрено 77 квартир. 44 семьи, которые арендуют сегодня жилье, будут переселены в новые апартаменты в первоочередном порядке. Завершить строительство 2 многоквартирных домов планируют до конца года. Селимхан Калоев, Магомед Белакиев, Новости 24.